Коми сегодня вспоминают тех, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества. В Сыктывкаре в честь 27-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана состоялся традиционный митинг. Возле памятника воинам-интернационалистам лидеры ветеранского движения, власти республики и столицы почтили память погибших. Репортаж Таисии Шляхтиной. Впервые за последние годы митинг у памятника «Скорбящий воин» оказался таким массовым. Помимо самих афганцев отдать дань памяти и уважения погибшим товарищам пришли коллеги по цеху. В одном месте представители военной разведки, офицеров России, казачьего объединения и ветераны Великой Отечественной. Всех их когда-то объединила одна задача – сохранение мира. Я горжусь, что на нашей земле, среди нас, есть такие люди, которые стоят сегодня в ряду ветеранов, в ряду участников боевых действий. Те, кто сегодня плечом к плечу в мирное время может демонстрировать высочайшую степень патриотизма, любви к родине и самоотдачи. Со дня вывода войск прошло уже 27 лет, но слезы афганской войны не высохли, говорят ветераны. За 9 лет военного присутствия советских войск в Азиатской республике погибло около 15 тысяч солдат. Из них 80 были призваны на службу из Коми. Впрочем, те, кто прошел испытания войной до конца и сейчас в строю. Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам афганской и чеченской войны. Спасибо вам, что вы не даете забыть имена героев Республики Коми. Спасибо вам за организацию военно-патриотического воспитания, организацию работы военно-патриотических клубов. Потому что та работа с молодежью, которую вы проводите, она не дает забыть эти имена. Патриотическое воспитание молодежи – одно из основных направлений ветеранского движения в Коми. Афганцы регулярно проводят в школах уроки мужества. И сегодня планируют охватить еще больше учебных заведений. На встречах воины-интернационалисты вспоминают свою службу и призывают подрастающее поколение защищать родную землю. Те, с кем работают ветераны, охотнее идут на службу в армию. Актив существует, работает. Времена сейчас непростые, как и у всей страны непростые времена. Поэтому мы стараемся как-то понимать то, что происходит в стране. Мы всегда, собственно говоря, подставляли плечо свое. После торжественных слов троекратный залп. Память погибших почтили минутой молчания. Затем к памятнику воинам-интернационалистам потянулись участники мероприятия. Всего за несколько минут подножие памятника «Скорбящий воин» было усыпано цветами. Таисия Шляхтина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар. И сегодня вечером Сергей Гапликов встретился с представителями актива ветеранов боевых действий. Сергей Гапликов отметил, что готов решать сложные вопросы, которые они поднимают. Цитату приводит пресс-служба. «Завтра встречаемся с нашими коллегами, нашими боевыми братьями и будем обсуждать накопившиеся вопросы, которые нас всех касаются. И я уверен, что мы найдем соответствующие решения, компромиссные варианты и сделаем так, чтобы быть прежде всего достойными тех, кто не вернулся из горячих точек». Конец цитаты.